3B Media представляет. Еще вчера каждая из них так мечтала услышать заветное «да» на отборочном кастинге. А сегодня девушки уже в нескольких шагах от желанной короны и почтенного звания «Красавица Кыргызстана 2015». Организаторами конкурса выступила международная всемирная организация World Beauty Congress. Последние несколько недель они усердно готовятся и стараются посещать все репетиции. За это время участницы прошли курсы хореографии, дефиле, визажа, актерского мастерства и многого другого. Сейчас у нас с вами по плану, девочки, по плану сейчас разминка, затем отработка движений, опять же, потом изучение танцев. Одно из ключевых слагаемых победы – хорошая физическая подготовка. Поэтому для начала хореограф и организаторы конкурса решили проверить пластику, координацию и чувство ритма конкурсанток. И первым заданием для девушек стала хореография. Ручки наверх. Себе. Голова опущена вниз, левой ножки уверенный шаг. 1, 2, 3 и 4. Встали. Work it, baby. В течение недели конкурсантки изучали танец на песню всемирно известной звезды, обладательницы 20 Грэмми Бейонсе Knowles «Who Runs the World». Стилизация больше современная. То есть девочки должны показать свой характер внутренний. То есть модели – это в основном девочки, ну, наверняка все знают, это девочки независимые. В плане чего? Что если ты модель, то ты девушка свободная. Без семьи, без мужа, да, так скажем. Отношения – это есть отношения. Но большинство девочек вот на кастинге, допустим, они тоже, да, говорили, что парень, кто это, да, то есть у всех дух вот этот вот очень свободной женщины, поэтому и передать это я хочу именно в танце. 1, 2, 3 и 4 и 1, 2, 3, 4 и шаг, сели, вниз, голова налево. Хореограф Вероника Гилева не стала раскрывать все секреты постановки танца, но пообещала устроить фееричное шоу. Я долго, честно, на самом деле, долго думала, под что им танец ставить, какой стиль им больше дать, затронуть, либо это какие-то нежные качества девушек, либо национальное что-то. Но национальное мы решили оставить на финал, а здесь мы хотим показать вот именно то нутро женское, да, что их сюда всех привело, что они здесь все вместе собрались.
полуфинал конкурса смогли пройти лишь 100 участниц. Среди них есть как студентки, так и еще совсем юные школьницы. Девочки стараются по возможности посещать, все взрослые, у всех есть учеба, у всех есть работа, но стараются посещать. В количестве 100 человек мы пока еще не собирались. Но, тем не менее, я думаю, что у нас сейчас начнутся генеральные репетиции, и обязательно встретимся, и вы нас увидите во Дворце спорта. Понаблюдав со стороны за ходом репетиции, можно заметить невооруженным глазом, что среди участниц есть как профессиональные танцоры, так и новички. Для кого-то это первый опыт столкнуться именно с танцем в целом. Девочки кто-то владеет своим телом, у кого-то не первый опыт в плане даже ходьбы, дефиле. Для кого-то это первый опыт, но их рвение, их стремление я уже очень ценю. И стараюсь, конечно, подходить под подход каждой девочки. Я раньше занималась танцами, разными танцами. Самое много я занималась 3 года, это бальные танцы. Получается, там входят латиноамериканская программа и европейская программа. Это вальс, медленный вальс, венский вальс. Я новичок в этом деле. Я никогда не занималась танцами, только фитнесом, йогой. Вот. Мне очень нравится, сам хореограф, сама постановка. И для меня это некий драйв, потому что все это в новинку, и я прям получаю удовольствие от процесса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сделали. Вес у вас еще на левой ножке. Оставляйте деми-плие, оставляйте. Грудная клетка налево. И 1. Бедро собираем, растягиваем живот. 2, 3, 4. Вниз упали. Пам, спина. Пам. Для многих девушек репетиции стали игрой на выживание, где остаются сильнейшие. Но несмотря на жесткие условия, они рады, что участвуют в конкурсе. Ну, у меня лично сейчас приятная усталость, потому что все-таки я думаю лично, что я сама хорошо отрепетировала, что я знаю этот танец, что я выучила его, и я уверена все 100. Очень рада, что мы до конца поставили этот танец. Было очень интересно. Спотели, но, в принципе, с удачей все будет. Ну, сегодняшняя репетиция мне очень понравилась. Я вообще очень люблю испытывать такое ощущение усталости, такое чувство приятной усталости. Поэтому сегодня очень мне понравилось. Было очень интересно и весело. В перерывах между репетициями у конкурсанток выдаются свободные 5 минут, чтобы расслабиться, перекусить и просто поболтать. Именно в такие моменты можно забыть о соперничестве и просто знакомиться с новыми людьми. Хореограф на протяжении последних 2 недель постоянно общается с девушками, видит их успехи. Но на вопрос о том, есть ли среди участниц фаворитки, ответила, что старается не выделять никого. Для нее они все большие молодцы. Я стараюсь их не разделять. В любом случае для меня они все одинаковые. Есть, конечно, у кого-то лучше получается, у кого-то совсем не получается, но я стараюсь этого, даже если где-то в глубине души у меня это и есть, но я стараюсь этого не показывать и не распространять, чтобы девочек никого не обидеть, никого не разочаровать, а только развить желание обучаться дальше и работать, потому что однажды сказать кому-нибудь, у тебя не получается, или там как-то показать большую симпатию к другой девочке, естественно, у той пропадет все желание вообще в целом работать дальше. Поэтому я стараюсь их больше сподвигать на то, что ничего страшного, не у всех получается сразу, но мы готовимся, у нас все получится, я верю в каждую из девочек. Боевой настрой у девушек виден невооруженным глазом. Каждая из них хочет затмить соперницу и в ожидании полуфинала еще больше репетирует и совершенствуется. А ведь побороться есть за что. Победительница будет представлять Кыргызстан на всемирном конкурсе красоты Beauty of the World. Какой будет итог? Это мы сможем узнать 28 февраля на полуфинале конкурса, который пройдет во Дворце спорта имени Кажамкула. А пока лишь можем пожелать им удачи и продолжить следить за их успехами.